На днях в городском музее подвели итоги акции «Подари музею память». 24 сибайца принесли 3956 экспонатов. Удивила всех ветеран педагогического труда Раиса Васильевна Турбина. Она передала в музей свою коллекцию карманных календариков, а их у нее оказалось 3420 штук. К сожалению, по состоянию здоровья она не смогла посетить выставку, и чтобы исправить это, наша съемочная группа отправилась к ней в гости. То ли «Советская Россия», то ли «Учительская газета» была опубликована статья о том, что в Москве, в Санкт-Петербурге возникли клубы по интересам коллекционирования. В том числе вот это как раз вот календарики были написаны, показано как, чего, что. Ну, вроде меня это заинтересовало, когда увидела в продаже в киоске очень много всяких с картинками, эти календарики карманные продавались. Мне понравились картинки, вот я, как говорится, 1-2 купила, потом это заинтересовалась, одна картинка лучше другого. Смотрю, пошли артисты. Вот, сначала артистов набирала, а потом уже и спортсмены пошли. И выдающие люди, потом это космонавты. Вот, как говорится, так меня это втянуло в это. Раиса Васильевна оказалась очень интересным человеком. Кроме коллекционирования, она всю жизнь увлекалась рукоделием, садоводством и овощеводством. Успешно совмещала вместе с этим карьеру педагога. На диване и креслах ажурные покрывала, вязаные салфетки, вышитый крестиком портрет Ленина. В общем, дом Раисы Васильевны напоминает настоящий музей рукоделия. У меня мама была очень большая рукодельница. Вот, видимо, передалось мне это от мамы. Ну, а я уже передала своим дочерям. Дочери у меня очень хорошие рукодельницы, тоже и вяжут, и шьют, и вышивают. Сейчас они даже бисером начали вышивать, очень большие, как говорится, работы. Другая дочь как-то больше увлеклась вязанием, сумки вот вяжет очень хорошие, шапочки. Все это для себя, для своих внуков уже у них. Опытный коллекционер обеспокоен тем, что интернет постепенно поглощает мир, ведь кроме пользы в этом есть и много негатива. Ветеран просвещения отмечает, ничто не может заменить живого общения, и каждого из нас окружает множество вещей, но к некоторым из них сердце тянется по-особенному, и дороги они тем, что заставляют взглянуть на привычный мир по-новому. Елена Афанасьева, Альгуль Хамитов, Дамир Хайбуллин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.